В редакцию национального телевидения поступил анонимный звонок. Сообщили, что в Альтиве мачеха плохо относится к малолетним детям, а один ребенок и вовсе, по словам заявителя, скончался от голода. Наша съемочная группа вместе с уполномоченным по правам ребенка при главе республики Заримой Чахкиевой, сотрудниками отдела ПДН и администрации Альтиева выехала на указанный адрес с проверкой. На месте выяснилось, что в семье воспитывается один несовершеннолетний ребенок и на иждивении находится девушка 23 лет, которая страдает психическим расстройством. Недавно действительно в семье умерла старшая дочь. 27-летняя девушка, по словам отца семейства, страдала аутоиммунным заболеванием, течение которого осложнилось после перенесенного COVID-19. В данной семье не ребенок, а девушке уже 27 лет, она умерла от ковида. Вторая девочка, ей 23 года, ребенок тоже больной, получает инвалидность первой группы. Мачехи дома не было, отец сам их воспитывает, сам их содержит. Информация была ложной. Мачеха есть у них? У них мачехи нету, так как он развелся уже почти 2 года. Одна жена у него умерла, с второй женой он развелся. Условия у них, конечно, плачевные, но мы поможем, сделаем все возможное, подключим к ним благотворительные фонды. Также администрация сельского поселения им помогает. В дальнейшем будут делать им все возможное. Мы их запишем в семью как малоимущую и будем помогать им и продуктовой, и материальной помощью. Семья долгое время стоит на учете ответственных служб как неблагополучная. Отец – единственный кормилец. Также с семьей проживает его родная сестра. Мы постарались выяснить некоторые подробности у соседей. Голода вы не слышите? Голод, да, мы видим, То есть у них все в порядке, да? А такое, что бьют девочку, вы не замечали? Нет. Она нервная просто. Она просто болеет, да? Данная семья Таршоевых состояла как неблагополучная. Вот как сейчас мы сегодня проверили, сегодня у них только один несовершеннолетний ребенок, мальчик 9 класса. А тот факт, что в данной семье ребенок умер от голода, не подтвердился. В связи с тем, что указанной девочке уже 27 года, и она умерла от осложнений ковида.